Лена, твоя телеграмма в Воронеж. Защитилась отлично, Лена. Ты слышишь? Плохо слышу. Из Воронежа тебе телеграмма, то есть в Воронеж твоя телеграмма защитилась отлично, Лена. Это я диплом защитила. Да. Угу. Обычно. Мама там была в Воронеже. Вот, у меня есть документ о прохождении командирской подготовки военной без отрыва от производства. Вот мама все сохранила. Кушать будешь? Пока нет. Я хлеб купила. Молодец. Дома слышали по радио все эти объявления о воздушной тревоге, и отсюда убегали в бомбоубежище, и с бомбоубежища возвращались сюда же. Во время войны здесь жил немецкий майор, один из руководителей военного гарнизона немецкого в Гомеле. В 10-й школе был ресторан немецкий. А когда мы вернулись в 1944 году, в доме все было забито. Вот там, в маленькой комнате, жила семья из 4 человек. 2 детей с родителями. Здесь тоже из 4 человек. Там жил полковник КГБ, МГБ тогда. Здесь жила семья полицейского, которого во время войны полицаем был. Наши пришли и его отправили в штрафбат, в штрафной батальон. А семья осталась здесь. И нас не пускают в дом. Мы живем под окнами. Вот тут, где дверь, тогда было окно. Вот там поставили кровати, и бабушка, и дедушка, и мама с детьми. Значит, жили несколько дней. Папе дали телеграмму на фронт. Он сообщил там, так быстро вот все работало эффективно, военкомат поставили в известность. Власти не решились сами силой нас вселять. И дали совет, забирайтесь сами. То есть не мешали и не помогали. Забирайтесь сами. И вот когда люди все разошлись на работу, кто куда ушел, мы через это окно залезли в дом. Но уже выгнать уже тоже не могли. Хозяин приехал, вселить нельзя, а выгнать тоже нельзя. Зато теперь выгоняют. Да, ну что ж, такое время пришло. Как они расселялись, я не помню, каким образом. Единственное, я помню, что семья полицейского, мы оказались с ними в одной комнате. Вот в этом зале большой. Вот можете себе представить, сколько. Нас было 5 человек, 3 детей, мама, 6 человек нас было.
И у них было 3. 9 человек, вот каким-то образом непонятным. Мы размещались в этой комнате. Но вскоре они выселились, пошли в сарай. Это был большой такой добротный сарай. Они пошли в сарай, потом пришла к ним похоронка. Тоже жалко было людей это. Все понятно. Враги и люди, тем не менее. Там кто-то живет. Или мне кажется. Чем пахнет? Мехом. Вот И там сигаретами. сигареты. Вот, видишь, бабушка все положила что-то. Вот что сыпется табак. Не знаю. Почему их так много? Тогда было время такое, что для женщины главное было, да, и для мужчин шапка норковая. Только те, кто имел доступ большой, высокое положение занимали или по другим критериям имели доступ к дефициту. А у женщин норковые воротники, норковая шапка, норковая шуба. Это уже был крик моды. Еще одна. Не Крик заметил. моды? Да. Ну, бабушка почему-то не использовала ничего. Потому что женщины могут самоутверждаться как-то и по-другому, кроме норковых воротников. И, может, бабушка так тоже думала. То же самое. Смотрел на эти двери, и в памяти встал приезд папы с фронта. Это был декабрь 1945 года. Уже кончилась война, как больше, чем полгода тому назад. И открываются двери, папа. Я стоял там, вот где ты сейчас стоишь. Первый вопрос у него: где мама? Где папа? Молчание. Он все понял и разорвал у себя рубашку. Гимнастерку разорвал вот почти до конца. Переходы на одном дыхании там нигде рвать нельзя, перехватывать, поэтому это надо как-то отработать дома.
Это что-то ненужное. Это Чернобыль. Чернобыль. Да, Чернобыль? В смысле схемы? да, схема. Карта, схема? Карта, по-моему, Сейчас в Беларуси. интернете есть все карты Чернобыля. Интернет могут прикрыть. Не могут. Не могут прикрыть интернет. Могут. Вот Чернобыль. Чернобыльский экологический вестник. Я даже не помню. А, приложение к Гомельской правде. Я даже не помню такого. А вот какой 90-й. Вот, это Гомельская правда. Это Гомельская правда? Да. Да, я разверну. Подожди, видишь, тут разные части. А, вот она, Гомельская область. Вот она, зона отселения. Вот это там, где сейчас экологический заповедник радиационный. Вот эти вот, куда меня в колхоз посылали. Зона отселения, где я в 88 году в колхозе была. Угу. Стронций, да? Да, там и цезий, и стронций, там все. Угу. Там свыше 40 кюри на квадратный Угу. километр. А где? А Дуравичи, они же не попали. Или они тоже загрязненные? Там, где ты строил город. Дуравичи оказались в зоне Стронция. И была команда уже прекратить стройку. Из Совмина команда была. Я как раз утром в диспетчерской был, выхожу ехать туда в субботу. И догоняет меня диспетчер. Борис Зявович, скорее вернитесь назад. Значит, команда прекратить эвакуацию из этой зоны. А мы уже вывезли несколько машин. И продолжать строить, И да? продолжать строить. Оказывается, Камай вернулся, первый секретарь обкома партии, и сказал строить. То есть вот Светлогорск, ну то есть это где-то тут. Живут люди, да. Там Стронция. Городок для эвакуированных из Чернобыльской зоны. Да, на Стронции поставили. Да, то же самое со старым селом. Там Стронция, а мы там строили. Там старое село то же самое, та же самая история. Продолжали там расширять, там люди жили, там конзавод. И строили жилье для них. И заставляют там порядок навести. Она вчера чертила что-то? Ну, не знаю, я ж потом на Олегу пишу. Ну, какие-то задания, она так долго их чертит. Я
шлагбаный язык, там чуть-чуть. Хорошо. И сама говорит, может, это я зря сюда вписалась. Может быть, это не то, что мне нужно было. Ну, конечно, нудные шрифты эти рисовать. Шрифт зодчего. Зодчего? Зодчего. Вот этого. Очень много соседей здесь, друзья мои бывали. Вот тут стояла кровать, где летом мы спали. Папа, Марик и я. В 1964 году отрезали у нас половину сада отрезали для того, чтобы построить вот этот дом. Потом в 80-м году уже был документ, что мы находимся в первой очереди сноса. То есть мы ждали каждый день письма. Ну вот ждали это письмо, значит, где-то 25 лет. 9 лет тому назад уже пришло решение о сносе. Срок был указан 2 года. И вот это решение 4 раза или 3 раза переносилось. Да, это входные двери. Я только не пойму, с чего это я такой. Замерзли, не выспался ли. Непонятно. Может, все вместе? Может, все И вместе. еще что-нибудь неприятное. Сад наш вот так выглядел. Дедушка, бабушка и мама твоя. Ох, кресло какое было, Иришка. Мягкое такое. Тонешь в нем буквально. С мамой я. В саду у нас я с папой. А это возле ворот собака. По-моему, это уже не Сильва. Первая у нас была Сильва, которую я привез с щеночком за пазухой на велосипеде. А это, кажется, Джек. Хорошая собака была. Имена красивые. Красивая. На кухне у нас я с бабушкой твоей. Во дворе, вот возле ворот, повесили вот эту скатерть. И всей семьей, кроме тети Лизы, она была на работе тогда, сфотографировались.
Вот качели, на которых ты любила кататься. Видишь, какое у тебя довольное выражение лица? А? Просила все, давай еще, дедушка. Да, ну, а это уже фотография печальная. Бабушка ушла. Последние снимки. Последние минуты расставания. Тяжелая история. Мы сделали все, что могли. И, как говорят врачи, сделали больше того, что могли. А это вот моя работа. Мы строим дом, который на углу Жарковского и проспекта Ленина. Дом интересный. Первый в городе был 12-этажник, кирпичный. Но деревянные дома с таким декором есть на территории Беларуси только у нас в Гомеле. Вот чуть-чуть там в соседних городах, типа Ветка, Добруш, Речица, ну а самый такой эпицентр в Гомеле. Значит, кто построил этот дом, я не знаю, но, судя по всему, это была какая-то еврейская семья. Вот. И как хозяин рассказывал, вот та семья, которая построила его, она переехала еще в 20-х годах, по-моему, в Америку. Вот, и они продали семье вот нынешнего владельца. Вот. Там стоял дом еще более ранее, где-то 880-х годов, но его снесли, ну, по весне. Венчающая часть, вот это реальная корона, да, вот, даже больше видно, чем на наличнике. Кто-то из вас знает, что такой стиль модерн, то можно в этих цветках заметить, что это капли, изразцы, которые сделаны в декоре стиля модерн. Я не могу не то что со своей позиции, что это мой дом, а с позиции того, что рационально никому это не нужно. Никому не нужны эти наличники и все остальное. И все-таки это архитектура Гомеля. Пускай никто не признает, но это важно. Это же вот историки могли бы официально обратиться. Они не... Если они не смогли ничего сделать... Это разные вещи. Это разные вещи. Кстати, Ну, меня если я просил... хочу стать архитектором, то какой из меня архитектор, если я дам просто все разрушить? Ничего не сделаю. Так архитектор, это же не значит, что все может, на все имеет право. Твои обязанности архитектора ограничены определенными рамками. А почему-то у них не ограничены обязанности и возможности. Да, у Тем, них что нет. снести нас. Да, у них нет, у них законом предусмотрена такая возможность. Ну и давай немножко дальше пройдем по второму куплету.
Расходит. Что-то держит. Ого. Она передняя уже там крутится. Ну как, вот, почти 100 лет дом нашей семье принадлежит. Заходи, заходи. Что там, стол? Стол ночью спускаться будет. Потом может быть пруд какой ставить, блядь. Тут асфальт. Барабан. Какое-то колесо не крутит. На стенке вот то, что мы разобрали. Вот этот? Да, да. Этот? Здесь стояла вторая. вот той, которая Между далеко, ними вот одна здесь, стена была. наверху. Наверху и на самом верху стояла. Мы когда снимали верхнюю... На книжном шкафу, который вот здесь. А, вот, и на что, и книжном. где он лежал? На самом Отдельно? На самом верху. Отдельно, да? Да. Они строили Да, мост, командир я вот только не 26 запомнил. июня 1944 года от имени Президиума Верховного Совета СССР медаль за оборону Сталинграда. Это еще одно удостоверение. Видишь, медаль за оборону Сталинграда и за победу над Германией. Вот два они, нашли. во. Два Вот удостоверения. это да. Класс. А ты же интересовался. Ну да, я же А искал этой медали у нас наградных. нет. Этой медали нет у нас. Медаль за Самой медали. самой за оборону Сталинграда? Да. Нету. Нет. Там приемник, и он не остался.